Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 сентября, понедельник. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов. И сразу полетели. Овны, 26 сентября, понедельник. События дня. Покажите мне, что будет у Овнов. Так, смотрим, Овны. Что вам понедельник приготовил? Пустые разговоры. Колокольчик. Подкову нельзя. Конфликт. Ожидание. Корабль. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Нет. Я больше не нашла у вас ничего. Получается, у вас 3 события. Первое показывает, будут пустые разговоры в этот день. С кем-то будете болтать. Кстати, после пустых разговоров идет сразу конфликт. Возможно, пустые разговоры закончатся конфликтом. Да, то есть, поэтому вот обратите на это внимание. И в этот день, видите, выпадает ожидание. Такое ощущение, что вы весь день чего-то ждете. Да, в ожидании чего-то. Ну, так и мне не показали. Что вы ждете и дождетесь ли? Показали, что только будете в ожидании находиться. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы. — 26 сентября, понедельник. События для тельцов. Тайная встреча. Любовь. Замок показывает, открывается тайна. То есть, если вы хотите спрятать какую-то встречу, да, то есть сходить тайно куда-то, то показывает, что ничего не получится. Эта тайна, она будет открыта. Подарок. Горизонтали нет, вертикали нет, нет. Конфликт. Ну, понятно, в общем. Если тайна откроется, да, будет конфликт. Так, нет, нет и нет. Получается,
у вас в этот день показывает, все хорошо точно будет в личной жизни, да, то есть тут любовь, все прекрасно. Если личной жизни нет, может быть знакомство. Дальше показывает какое-то тайное свидание, либо тайная встреча. Но замок показывает, что тайна открывается. Опять же, тут может быть, допустим, если для вас готовились, да, в тайне что-то делали, ну, готовили какую-то встречу, то просто вы тогда, ну, узнаете, потому что вы же попадаете уже на это, да, на эту встречу. Поэтому, ну, как бы узнаете, эта тайна открывается для вас. Так тоже может проигрываться. Значит, еще получаете подарок или дарите. И может быть конфликт в этот день с кем-то. Мечи, разные мнения. Так что, тельцы, вот такой у вас денек интересный. Какие-то там тайны у вас. Как в кино будет понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, близнецы. 26 сентября. Понедельник. События для близнецов покажите мне. Чемодан, первое событие. Чемодан — это разлука. Вы можете кого-то провожать. С чемоданом сами можете уезжать. Подарок нельзя. Гости. Возможно, у вас были гости, уезжают. Может быть, вы едете в гости. Бабочку нельзя. Время. Будильник показывает всегда, что вы в этот день будете куда-то на определенное время ехать. Например, если с чемоданом вы уезжаете, например, у вас там поезд или самолет на определенное время, автобус. Ждете гостей на определенное время, идете в гости на определенное время. Это если привязывать события друг к другу, да, чтобы вы понимали, как их можно привязать. Ключ. Ну, ключ показывает, что у вас точно все будет прекрасно, потому что по ключу у нас все получается, все удается. У нас появляются какие-то возможности, открываются двери, которые были закрыты, да, перед нами. Кораблик нельзя. И еще любовь показывает, может быть. Вернее, ну не может быть, а все будет хорошо. Может быть знакомство. Так, а теперь проверяем, что у вас здесь по горизонтали, вертикали. Тайное свидание нельзя, якорь можно. Якорь показывает прибытие. Да, если мы берем, допустим, поездку, то может быть прибытие в определенное время. Вам нужно прибыть куда-то в определенное время. Остановиться, да, то есть остановиться по якорю. Угу. Здесь нет совпадений. Значит, получается, смотрите, у вас в этот день чемодан, да, то есть вы куда-то едете или кого-то провожаете. Обязательно ориентируйтесь, следите за временем. Если выпадает будильник, то вы можете либо торопиться, либо наоборот долго ждать, то есть будут проблемы со временем. Якорь, ну, якорь может показывать, что будете долго ждать, еще как вариант. Якорь — это когда мы долго, нудно сидим и ждем, да, то есть показывает, время тянется очень медленно. Гости, все в ваших руках и все прекрасно в личной жизни. Так что видите, как у вас замечательный день, но вот единственное, только нужно будет следить за временем. Вот такая информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание. Я перехожу дальше к ракам. Смотрим. Так, раки. 26 сентября. Понедельник.
События для рака мне покажите. Удача. Первое событие. Вы у нас везунчики. В понедельник будете. У вас у первых выпала подкова. События в месяце. То есть какое-то событие, которое с вами повторяется каждый месяц будет. Интимная связь. Кровать. Или еще первым событием, когда выпадает, возможно, желание подольше поспать. Да, в понедельник утром. Цветочек нельзя. Деловая встреча. Замок. Откроется какая-то информация тайная. То есть на этой встрече вам что-то расскажут интересное. То, что вы не знали. И то, что было от вас скрыто. Змея. Ну, змея это вообще как бы не очень такой, знаете, хороший человек на вашем пути, да, попадается, у которого ядовитый язык злой. Может что-то обидное сказать. Может быть, как вариант, встреча будет с таким человеком. Еще может быть по году рождения змея. И, допустим, связан там с медициной, может быть, человек. Траты. Мешок. Ну, вернее, давайте так скажем. Событие, связанное с деньгами. Покупаете, переводите, тратите, снимаете, получаете. Потому что здесь вот мешочек у разных зрителей по-разному проигрывается. Часы нельзя. Общение с другом, подружкой. Шарики, хорошие новости. Ну, у вас прям день очень насыщенный событиями. Гости нельзя. Ну, здесь нет совпадений. Получается, вам точно будет вести удача. Может быть интимная связь с утра или желание просто подольше поспать. Повторяющее событие. Дальше встреча. На встрече открывается какая-то информация. Встреча с человеком-змеей. Тут уже не знаю, то ли это противный, да, такой вот человек, то ли это просто по внешности змея. Дальше события, связанные с деньгами, общение с другом, подружкой и получение очень хороших новостей, очень радостных. Так что смотрите, у вас день просто прекрасный. Единственное, да, вот эта вот змея. Непонятно, как себя проявит. Благодарю за внимание, раки, и перехожу я дальше к львам. Так, левушки, смотрим, что у вас. 26 сентября. События дня для львов. Покажите мне, пожалуйста. Понедельник. Успех. Лавровый венок. Обман. Маска.
Тайная какая-то встреча. Возможно, в тайне от вас встреча, поэтому обман показывает. Либо вы в тайне встречаетесь, и вы обманываете. Иногда маска показывает, что да, вот как бы, что и мы обманываем. Нам выпадает. Якорь показывает, что вы где-то можете надолго задержаться. Нерешенный вопрос. Есть какой-то вопрос, который не получается решить в этот день. То есть нужны ножницы для решения этого вопроса. Видите, а ножниц нет. Хотя есть как бы успех, но лучше, конечно, если ножницы. Возможно, успех будет в каком-то другом деле, не в этом, да, то есть не в этом, которое давно тянется, которое вы хотите решить. Свидание. Показывает, что заякоритесь, да, на свидание, то есть долго будете на каком-то свидании. Так, сейчас еще посмотрим здесь. Нет больше. Получается, точно будет успех какой-то в этот день у вас, да, что-то вот получится закончить, доделать, не знаю, успешно. Дальше будет какой-то нерешенный вопрос, будет тайная встреча, тайное свидание, да, то есть и свидание повторяется. Показывает, что свидание действительно будет какая-то встреча. И будет якорь. То есть, скорее всего, вы долго проведете время на этой встрече. Но она тайная, то есть показывает, что обман выпадает. Вы кого-то обманываете. Чтобы пойти на эту встречу, вам придется кого-то обмануть. Да, то есть, может быть, вы не скажете, что вы идете туда. И выпадает обман. Понимаете? Вот такая тут история у вас. Но это точно не вас обманывают. Точно не вас. Я думаю, так. Вот такая информация, Лёшки, для вас. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Девы. 26 сентября. Понедельник. События для дев. Бабочка, деловые отношения у вас будут с утра в понедельник. Деловое общение с кем-то. Общение с другом, подружкой будет. Успех. Замок. Откроется какая-то информация. Тайна какая-то откроется вам. Так, и проверяем с вами горизонтали, вертикали. Ключик есть, прекрасно. Ключ показывает, что все в ваших руках. У вас все будет получаться, удаваться. Все двери будут открываться, все тайны. Давите ключом, открываются все замки. Поэтому все, что было спрятано, выходит наружу. Прибыль. Возможно, прибыль благодаря вот этому деловой встрече, деловому общению.
прибыль. Расчески нельзя. Угу. И еще есть ножницы. Показывает, что решится какое-то дело, какой-то вопрос решится. И решится очень успешно. Успех для вас. Ну, у вас прям очень хороший понедельник. Смотрите, получается, с утра будет какое-то деловое общение, да, то есть, ну, там, по работе, либо дела какие-то будете решать, обсуждать с кем-то. Прибыль показывает благодаря этому общению. Возможности, ключ. Дальше идет общение с друзьями, решение какого-то вопроса успешное, и открывается какая-то информация тайны. Возможно, благодаря открытию, да, вот этой информации вы получаете успех и решение вопроса. То есть раньше не получалось, потому что что-то вы не знали, что-то было спрятано. А когда выйдет наружу, да, по ключу, благодаря ключу, и получится решить вопрос. Так что вот такой у вас замечательный денек в понедельник. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку на вторую часть я оставлю под этим видео в описании. Нажимаете, переходите, и там мы с вами встретимся. Если вы не хотите, не знаете, где и как искать, можете просто оставить запрос в комментарии. Напишите, мне нужна ссылочка на вторую часть, и я вам в комментарии оставлю. Ну, до вечера, да, то есть я стараюсь до вечера ответить на все комментарии, которые у меня оставляют. Жду вас во второй части.